И последнее. Из Якутска с медалями вернулись юные футболисты Алмазного края. Мирнинцы привезли домой золото республиканского турнира по мини-футболу. Следующая цель молодых спортсменов – это чемпионат России. С подробностями Анна Винокурова. 14 дней дюжина сильнейших команд республики матч за матчем выясняла, кто же сильнее на паркете. Основными соперниками мирнинцев были команды из Якутска «Заря», «Якутия», «Пульс» и «Ирбис». Команда сыграла на хорошем уровне, даже больше, чем я ожидал, они сыграли. И венец этому стало чемпионское звание, стали чемпионами республики. Это впервые после 2012 года, то есть 4 года мы в призерах были разными возрастами, но чемпионами мы не были. В финале мирнинцы встретились с «Ирбисом». Команда из Якутска была явным фаворитом встречи. На их стороне были и опыт, и болельщики, и родная площадка. Но мирнинцы приложили все усилия, чтобы расстроить столичную публику. Мы считали, что финальная игра, поскольку это финал, должна быть тяжелой, но особого труда мы не проявили. Как обычно. Только вот паркет у всех у нас не такой, как у них, и получается мы скользим. То есть мяч быстрее катится, не успеваем, да и по полю летим далеко. Юные футболисты, хоть и стали чемпионами, свою игру оценивают скромно. Сыграли, конечно, не отлично, но сыграли так на 4. Можно как сказать, на 4 балла. Там была упорная игра с Пульсом. Я думаю, самая сложная игра для нас была. Вот. Играли с Зарей, мы им проиграли. Одно поражение у нас было с Зарей. Мы проиграли 2-1. Там очень сильная упорная борьба была. Для тренера Андрея Кулагина этот чемпионский титул уже 7-й. С таким наставником можно и на чемпионат России. В КСК такой возможности не исключают. В тренерском штабе уверены, в таком составе и таким руководством на главном турнире страны мирнинцы незамеченными не останутся. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».